Добрый день, уважаемый жюри. Я Леон Петр, ученик 9 класса 50 Калужской гимназии. Представляю вам мой доклад «Изучение мотивации юношей призывного возраста к службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации». Служба в Вооруженных силах – важный этап биографии каждого мужчины. В данное время почетный обязан защищать Родину в рядах Вооруженных сил Российской Федерации по призыву ради далеко не всех юношей призывного возраста. Гипотеза. Если показать службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации с другой, более положительной стороны, то юноша призывного возраста поменяет свое отношение к Вооруженным силам Российской Федерации. Цель исследования. Выяснить отношение школьников призывного возраста села Бердянска к службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Задача исследования. Первое. Изучить литературу по данной теме. Второе. Изучить статистику призывных кампаний в отделе военного комиссариата Якутии по Горному Улусу за 2017-2020 года. Третье. Провести социологический опрос среди учащихся 11-10 классов среди школ села Бердянска. Четвертое. Сделать анализ ответов учащихся по результатам соцопроса. Методы исследования, объекты исследования, предметы исследования вы видите на экране. Вооруженные силы Российской Федерации на современном этапе его развития. Во все времена государства Российской Федерации воинская служба считалась делом чести каждого гражданина, а вера на служение своему отечеству высшим смыслом жизни и службы воина. Призыв граждан на военную службу. Решение о призыве гражданина на военную службу может быть принято только после достижения им 18-летия. Срок службы по призыву 12 месяцев. Положительные стороны службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Срок военной службы по призыву уменьшился с 2 лет до 1 года. Произошла гуманизация военной службы. Сегодня солдат полностью освобождает от всех видов хозяйственных работ. Улучшено качество питания военнослужащих. В расположении подразделения установлены душевые кабины и стиральные машины. Дальше. Отслужив по призыву, ты получишь право на льготное поступление в государственные вузы. Военнослужащие могут пользоваться мобильными телефонами. Служба в вооруженных силах зачастую обязательное условие приема на работу. Ужесточен контроль за офицерами, работающими с личным составом. Ужесточен контроль за так называемыми дедами и за неуставными отношениями в войсковых частях. Усилена работа комитета солдатской матерей. Основные болезни призывников, которые выявляет медкомиссия. Болезни органов пищеварения, хирургические болезни, болезни нервной системы, глазные болезни. Мы привели соцопрос, результатом соцопроса. Первый вопрос. Ваше отношение к службе в Вооруженных силах Российской Федерации. Многие считают службу в рядах Вооруженных сил престижной. 15 из 45 не определились, и только один респондент ответил отрицательно. После окончания школ собираешься ли ты служить в армии? 28 из 45 имеют желание служить в рядах Вооруженных сил. По окончании службы 19 не определились, а 3 ответили отказом. Если бы служба в армии была добровольной, ты бы пошел служить. Судя по диаграмме, большинство хотят служить в добровольной российской армии. 12 не определились, а 7 ответили отказом. Вы хотите служить по контракту? Весьма отрицательно отреагировали 21 из 45 опрошенных респондентов. 15 не определились, и только 9 ответили положительно. Откроет ли служба в армии новые перспективы? Сказали да 23 респондента, не знаю 4, нет, сказали 6 опрошенных респондентов. А в каком роде войск вы хотели бы служить? Среди тех, кто намерен служить, наиболее популярны сухопутные войска, воздушно-десантные войска, наименее морской флот, затем военно-воздушные силы. Статистика призывных кампаний за 2017-2020 года. Рекомендации призывникам. Рекомендации были подготовлены фельдшером ОВК РСЯ по Горному Улусу Тарасовой Марией Васильевной и работниками подводского комитета МСГБУ Горная Центральная республиканская больница. Занимаясь физическим упражнением, активными видами спорта, не увлекаться жирной едой и газированными напитками, не употреблять алкоголь и наркотические вещества, не курить, побольше бывать на свежем воздухе, соблюдать режим дня, быть морально устойчивым и психически уравновешенным. Заключение. В данной работе было проведено исследование, предметом которого стал имидж Российских вооруженных сил, представление юношей призывного возраста села Бердянска. Результаты исследования подтвердили первоначальное предположение об актуальности данного вопроса. Позитивный имидж вооруженных сил в голосах школьников села Бердянска крайне важен на сегодняшний день. При этом наша защита юношей призывного возраста все активнее и активнее стремятся к службе в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Поэтому на сегодняшний день наши вооруженные силы являются лидерами по мощи и дисциплине.
Исследование показало, что быстрые, решительные и очень существенные реформы современной армии России сделали службу в рядах вооруженных сил Российской Федерации престижной и, главное, востребованной. Молодежь относится к службе в армии по большей части положительно, чему есть причины. Все. Спасибо за внимание.